Приветствую, Манижа. Конечно, весь Таджикистан следит за вашими успехами. Конечно, мы рады того, что вы достигли. Даже я предложил, чтобы вам дали героя Таджикистана. Конечно, вы заслуживаете. Мы знаем, что вы не нуждаетесь в нашей поддержке, в нашей помощи. Но все равно я хотел бы по своей профессии сказать, что когда человек достигает определенной цели, у него в организме происходит некая релаксация. Вот в это время именно те нападки, которые на вас есть, они могут повлиять на ваше здоровье и, возможно, на вашу карму. Хотелось бы просто помочь вам как профессионал, специалиста по восточной медицине и психотерапии. Да, мы знаем, что действительно того, что вы достигли, пробивая вот все барьеры, это говорит о том, что в вас течет ген Барбада, основателя мировой музыки. Конечно, вы не нуждаетесь в нашей помощи. У вас все хорошо, вы сами справляетесь. Вы очень сильные. Но все-таки бывают определенные дни, моменты в жизни, когда нужна помощь. Как специалист я сегодня понимаю, что у вас возникла некая релаксация. Вот в это время эти нападки всяких нехороших людей могут навредить того, чего вы достигли, ваше здоровье или другим человеческим понятиям. Я как специалист по восточной медицине и психотерапии в Республике Таджикистан готов помочь вам в преодолении вот этих моментов. Специально я могу сделать так, провести сеансы лечебные, восстановительные, реабилитационные, чтобы вы опять смогли поставить еще выше цели и достигли этой цели. Многие говорят, что у вас мало таджикского, или русские говорят, что мало русского. Но все-таки я бы хотел сказать, что у нас есть такой человек, который соединил таджикский и русский народ. Это Тимур Зульфикаров. Он создал вот этот мост между этими народами. Пожалуйста, ознакомьтесь с его произведениями. Это великий человек, наш Тимур Зульфикар. И, конечно, он одновременно российский писатель. Как, например, Джалалдин Руми сделал так, чтобы между таджиками и турками, современной Турции, есть некая связь, культурная связь, интеллектуальная, духовная связь. Хотя он написал на таджикском, но Турция получила от него имперское мышление. Наш Низам уль-Мулк сделал так, чтобы они начали строить государство. Манижа, вы стоите на пьедестале. Вы стоите на том уровне, где можете объединить, созидать. Конечно, мы благодарны русскому народу в том, что мы получили свое государство. Мы благодарны тому, что мы научились строить города, села, дороги, институты, университеты. И это, конечно, отразится на нашем мышлении. Все-таки, несмотря на эти всякие понятия разного рода, где отделяют людей друг от друга,
все-таки, Маниша, вы нам нужны. Нужны русскому народу, таджикскому народу. Вы создаете мосты, которые объединяют эти народы. Я как специалист готов провести с вами личные восстановительные реабилитационные сеансы. Всегда так и есть. После определенного достижения люди просто расслабляются, устают. Вот в это время и ослабляется иммунитет. И психологический, и соматический, то есть телесный. Хотя, может, вы как человек гордая, но все-таки течет наша кровь. Вы можете отказаться. Если даже вы откажетесь от того, что я хочу вам предложить, но все равно я буду провести эти восстановительные, лечебные сеансы, психологические упражнения, аутогенная тренировка. У нас на таджикском это называется сукути кабир. Не будем забывать, что мы дали миру Авиценна, Разиса, Хаяма, Фердауси, Гафиса, Даниша. Вы в этой системе по последовательности идете. Хотя у вас есть направление музыкальное. Спасибо за то, что вы есть. Мы вас любим. Мы вас поддерживаем. И надеюсь, вы откликнетесь на это. Пока. До встречи.